То, что вот сейчас находится в холодильнике, это часть тех продуктов, которые привозили и помогали, люди приносили. Юлия Мурашкина с начала апреля живет без денег. В холодильнике крупы и консервы от горожан, которые узнали о ее беде. Несколько банок с вареньем и соленьями со своего огорода отдали местные пенсионеры. Юлия проходила стажировку в сети фастфуда, когда был объявлен режим самоизоляции. За это время заработать ничего не удалось. Когда стало нечем кормить детей, женщина обратилась с просьбой о помощи в местную газету. Стали люди помогать, откликаться и продуктами, и деньгами. Вот на это мы сейчас и живем. Пока помощь от горожан – это единственное средство к существованию. На поддержку государства Юля не рассчитывает. После того, как была опубликована статья, мне звонили с администрации города, что можем попасть под какую-то из программ по поводу материальной помощи. Мы собрали документы, нам сделали прописку, но нас расстроили тем, что мы не попадем ни под одну программу, и материальной помощи от администрации города не будет. В семье Евгения Попова сейчас на столе тоже заготовки с огорода от родственников. Евгений – единственный кормилец в семье. Жена воспитывает 3 детей. До режима самоизоляции Попов проводил в Екатеринбурге ярмарки для областных фермеров, но с 20 марта всю торговлю пришлось отменить. Раньше мы кормили детей, позволяли определенные вещи, а сейчас получаем детское пособие на детей, и дети кормят нас. У Евгения 3 кредита – ипотека, автокредит и кредитная карта. 2 из 3 займов в крупнейших банках страны. Сейчас Поповы соблюдают самоизоляцию. Сколько придется прожить без работы, неизвестно. В кредитных каникулах банки Евгению отказывают. У меня доход сократился не то что на 30%, а на гораздо большие суммы. Ну, банки находят причины отказывать. При этом я не прошу банки простить их ни о чем-то. Я платил кредиты, я говорю, я буду платить дальше. Вот сейчас ситуация нормализуется, все встанет на свои места. Вы, банки, получаете от нас прибыль, да, то есть проценты. Ну так пойдите мне на диалог, пойдите навстречу. Евгений обращался за помощью к финансовому омбудсмену России Юрию Воронину и в Центробанк, но и там не нашел поддержки. Воронин ответил, что мы с банками не состоим в каких-то отношениях, вот где у меня кредиты взяты, да, и мы не можем регулировать их взаимоотношения с вами. А что касается Центробанка, они также отписались, у вас с ними свои обязательства, пожалуйста, с ними вопрос решайте. Отказывают банки и Дмитрию Попову, владельцу компании по техническому оснащению мероприятий. В числе заказов, с которыми работает Дмитрий, самые значимые события области. Парады на Дни Победы, Дни города, фан-зона на чемпионате мира. В штате 30 человек. Коллектив мужской, многие работники и единственные кормильцы в семьях. Дмитрий сейчас пытается оформить на себя кредит на ближайшие полгода. Заказы на осень 2020 года у компании есть и немало, но ни один банк кредит не выдает. Часть отметают сразу же, часть после того, как второй этап приходишь, задают вопросы, где, какая специфика бизнеса, сразу же происходит отмена. Дмитрий признается, у его семьи есть небольшая финансовая подушка безопасности, но из-за неопределенности и отсутствия помощи ему лично тоже пришлось урезать некоторые расходы. Например, пока не вносить платежи за коммунальные услуги. У нас вот родился ребенок в декабре месяце 3. Попробуйте сейчас сократить расходы. Да, на этих смесях. Нет. А еще объявили, что через неделю-2 поднимаются цены на все продукты на 5-20%. Как сократить? Я не знаю. Вспомните конец 90-х. Все выживали за счет родителей, за счет бабушек, дедушек, условно говоря. Так что я думаю, что так и будет в этот раз. Дмитрий и Евгений рассчитывают, что смогут получить обещанные президентом антикоронавирусные меры поддержки от банков. Другого выхода из ситуации они не видят. Юлия Мурашкина на помощь государства не надеется и собирается прожить на присланные горожанами деньги и продукты до конца режима самоизоляции, а затем найти работу. Мария Миханошина, Сергей Мисаров и Вячеслав Зимин для «Настоящего времени».